книге «Происхождение удмуртского народа» есть этнографическая карта, которая совпадает с этнографической картой Российской Федерации, где мы видим, что разные этносы на территории Удмуртии преобладают по-разному. В частности, на юге Удмуртии преобладают татары, а в юго-восточной части русские. На вот этой карте имеется обозначение, где сам народ удмуртов называется по-разному. Эта карта составлена на основе многочисленных этнографических исследований. В частности, на территории малийской части удмурты называются Одо. На территории близкой к Казани удмуртов называют арянами или арами. В Удмуртии их называют удмуртами. Есть также термин ватяк. Это, как правило, северной территории Пермского края. Почему такое разное название? Если открыть статистику по религиозному вероисповеданию за 1911-1912 год, можно увидеть, что по статистике тех административных образований того времени преобладающее количество населения среди удмуртов исповедовало определенные типы религий. В частности, тех, кого называют удмурты, как правильно, они крещеные и проживают на данной территории. Здесь очень сильно работала миссионерская православная миссия. Ар или аряне, очень часто среди них много мусульман. Среди так называемых ватиков и одо много коренных язычников. Я уже говорил как-то неоднократно, что термин удмурт впервые появляется в трудах православных миссионеров, которые проводили крещение вот этих самых коренных финно-угорских народов. В связи с этим возникло предположение, что удмурт — это от русского слова уд или половой член, потому что на могилах изображение рода предка было в виде фаллоса. Отсюда такое немножко оскорбительное название. Хотя само название удмуртов впервые встречается вот именно как раз в этот период в трудах православных миссионеров, что косвенно подтверждает, что этот термин не коренное название народа. А вот термин аряне встречается в летописях XIV века. Термин одо зафиксирован этнографами как само название. Термин ватяк встречается от слова вятка. Житель Вятки, скорее всего, от этого происходит название. Это топоним. Ну и, конечно, удмурты назывались по племенам. Поэтому это к вопросу того, что академические издания, в общем-то, подтверждают гипотезу того, что само слово удмурт, оно не является самоназванием народа.